Я с детства любила детей, и мне удалось совместить свое хобби и работу вместе. Пчелам, пчелам, всем веселым! Чулымдан Эртяс, вещаю из самого севера, с республики Коми. Тут живут истинные патриоты своей малой родины. Ну а любовь к родному краю прививается с детства. И сегодня мы пообщаемся с воспитателем детского сада в селе Брыкаланск. На улице 30 градусов, холодно, а мы бомбим. Я совмещаю учебу с работой. Учусь на 5 курсе на факультете педагогики и психологии дошкольного образования. Работаю в детском саду в деревне Чика. Я родом из села Кипеево, но в настоящее время живу в селе Брыкаланск. Сейчас учусь на 5 курсе. И как учитесь дистанционно, очно, не очно, заочно, как? Мы учились дистанционно. Сейчас на 5 курсе сказали, что будет очно учиться. Последняя сессия у нас будет в феврале. Как тебе удается совмещать дистанционное обучение, воспитание сына и работу все вместе? Мне помогают родственники моего мужа, и свои тоже родственники помогают иногда. Пытаются приезжать сюда, в Брыкаланск, чтобы помочь мне с ребенком. Макар, кучеркаин. Макар, пустушка-то уберет. Melissa, Макар. Дельный. Меня вдохновляет в моей профессии дети, потому что дети, они еще не такие, как взрослые, со своими ценностями. У них чистая душа, они ничего плохого не делают. Каждому ребенку нужно найти индивидуальный подход. У них есть какой-то свой, может, характер, может, Внутренний мир. внутренний мир, да. Я работаю 4 месяца только еще. Но постепенно опыт как бы приходит понемножку. Ну, привыкаешь. Я уже очень полюбила детей из деревни Чика. Они очень ответственные, добрые, умеют дружить между собой. Они сплоченная как бы команда. А сколько детей в Чикинском детском саду? 9. Это разновозрастная группа, где ходят дети с году до подготовительной группы, ну, до школы. А вот у меня есть книжка, по которому мы работаем в детском саду. Вот здесь написано «Ознакомление с природой в детском саду». Здесь есть все конспекты, которые можно применять в работе с детьми. Я считаю, нужно много давать литературы на коми языке, читать на коми языке. Много произведений надо им, чтобы они понимали, что коми язык – это родной язык, и не надо его забывать. А дети интересуются книгами там? Да, они очень любят. Когда мы ложимся спать, когда тихий час у нас, мы читаем сказки на коми языке, коми-литературу тоже читаем. Очень они слушают, интересуются, потом уже засыпают. Да. Еще говорят, интересную коми-сказку прочитайте. Смотрят мультфильмы, телепередачи на русском языке. Они начинают забывать свой язык родной. И мы стараемся с ними общаться на коми-языке. Если они начинают на русском, мы их поправляем, чтобы они говорили на коми. Я же с тобой разговариваю на коми, так давай ты разговаривай со мной на коми. В коми крае, на районе Райме. В коми крае, на районе Ме. В коми крае, на районе Райме. В коми крае,
мы лазим тут на тазе. От района до района, свет зеленый, лес зеленый. Мне нравятся наши просторы, наши красоты. Коми — это что-то родное, свое. Сразу представляешь свой родной дом, какие-то родные места, которые ты уже знаешь, куда ты часто ходишь. У тебя есть коми-южинский костюм свой? Своего нету. Но надевала все время, когда выступала в селе Кипиево, надевала наряды, когда мы танцевали хороводы, участвовали в хороводах, пели песни. Все время вот надевала вот этот костюм. Но у нас есть занятия по этнокультурному образованию. Мы наглядно все показываем. Например, если мы знакомим детей с ижимским костюмом, мы надеваем этот костюм, репетируем танец, связанный с оленеводством. Девочки танцуют как олени, ходят олени по этому тундре. А мальчики в роли оленеводов. Ага. Дети любят подвижные игры, они очень подвижные у нас. Ну и любят также дидактические игры тоже играть. Это дидактические какие? Настольные игры. Тымен Варсан? Тым, да. Варсана Тымыш. Думаю, что нужно больше уделять, например, тому же дошкольному образованию, учреждениям больше помощи финансовой. Познавательное развитие заключается и в условии, создаваемом образовательной организацией. Детям интереснее так работать, если есть инновационные технологии. Тот же сейчас мы учили такие программы, как No Russia. Учат, например, магнитное поле. Они присоединяют магниты и датчики к экрану компьютера, и там показывается как игра. Интерес ребенка к науке нужно обязательно поддерживать. Что дети любят кушать? Дети любят кушать борщ. Они всегда говорят, что сегодня борщ, или же любят на второе тефтели с подливой. Они очень любят подливу. Даже Ничего не иногда. изменилось. Мы Ага. тоже так же любили. Да, и добавку всегда просят, они очень любят. Мы должны заботиться о здоровье ребенка. Это самая важная задача воспитателя. А какие мультики или фильмы можешь посоветовать посмотреть детям, именно детям, чтобы родители показали? Больше надо показывать советские сказки. Надо показывать, да. Сказки на ночь можно, например, если ребенок плохо засыпает, нужно включить сказку или же рассказать сказку. Но надо рассказывать сказки на коми-языке. Да. А как ты занимаешься со своим сыном, например, с Макаром? С Макаром мы очень часто гуляем, любим гулять, кататься на самокате. У нас здесь горка есть, но маленькая. Мы всегда на ватрушке тоже катаемся по этой горке. Он очень рад. Нужно много давать положительных эмоций для ребенка, чтобы не было каких-то у ребенка желаний сидеть в телефоне или же в компьютере. Желаю всем родителям и будущим мамам и папам давать меньше телефонов, а больше уделять внимание этнокультурному воспитанию детей и разговаривать больше на коми-языке. Сестры, братья,
це ви читайте.